Как только вы найдете форму, которая вам кажется интересной, пожалуйста, остановитесь в ней. Включаем все тело, спину, живот, бока, ноги. Это в первую очередь общение. Ну, а еще чего-нибудь попробовать. Но в том отношении пробовать то, что я никогда, допустим, не пробовала. Интересно же, допустим, вот ты сегодня это не умела, а завтра ты это умеешь. Вот в этом отношении. Скорее всего, преодоление каких-то собственных барьеров. То есть не бояться. Если даже боишься, просто идти и делать. И не бояться тебя, что кто-то скажет: ай, у меня что-то не то получилось или не получится. Пальчики передают это движение выше. Добавляется плечо. Плечи старайтесь расслабить немножко. Моя приятельница прислала репостик, который она сделала со страницы Инессы. Вот, и там было сказано о том, что такая студия создается, и Инесса ищет творческих педагогов. Я очень увлечена будо, это японская современная хореография. И я подумала, что, наверное, мне было бы интересно поделиться с ребятами, потому что уже есть определенный опыт. Страшно не было, но было непонятно, было очень непонятно, потому что, с одной стороны, уже был опыт работы с слабовидящими людьми, и там были люди, которые совсем не видели, и было понимание, что это немножечко по-другому, чем в обычном коллективе. Вот. Здесь какой-то совершенно другой коллектив, совершенно другие возможности, было непонятно. Для меня было очень важно создать такое занятие, в котором было бы комфортно всем участникам, чтобы не просто так люди посмотрели, а чтобы они действительно попробовали и прочувствовали. Конечно, поэтому было много-много вопросов к Инессе. Вот, когда я уже пришла и посмотрела на ребят, мне стало немножечко понятнее, хотя, конечно, я помню, что вначале, когда мы только занимались в студии, было очень непонятно про какие-то там диагнозы, например, почему человек такой, что с ним случилось, это у него с детства или это у него травма, тем более, если даже с детства. Это разные вещи, и когда ты этого не знаешь, и когда ты с этим вообще в жизни не сталкиваешься, это очень такой сложный момент, потому что ты просто не понимаешь. И постепенно мы начали общаться, ребята рассказывали свои истории какие-то, и мне стало намного проще, потому что я начала понимать про это все. Так, теперь усложняем задание. К тому, что у нас есть, мы еще добавляем лицо. Мы глаза не закрываем, но наше внимание, присутствие в себе. Лицо может быть разным, но это не улыбка. Когда я не ходила раньше, я думала, что я, наверное, проснусь однажды утром и просто пойду, без какого-либо труда, такое чудо. Но в 18 лет я так начала работать над своей головой, ходить по психологам, которые внушали, что нужно быть ответственной, нужно брать ответственность на себя. И, наверное, результат вот этой работы я почувствовала, когда я пришла к доктору, который мне впоследствии сделал мои операции, после которых я хожу. И он мне сказал, что, да, я могу тебя взять на операции. Тогда, когда в детстве мне отказывал, много раз мама меня водила, и он говорил нет. То есть он сказал, что 50 на 50. То есть когда ты берешь на себя ответственность, то вот именно я, в частности, с той историей, со своим здоровьем, поняла, что, да, может быть так, а может быть не так, но я сама могу рискнуть или сидеть так же и ждать чуда, которого, наверное, вряд ли будет. Где-то года 2, получается, всего, то есть это не был такой процесс, как я думала. Это время, и
Но сейчас у меня кардинально изменилась жизнь, поэтому я чувствую результат. Всегда у тебя есть два выбора все равно. Как бы продолжать это и находить там каких-то людей, друзей и так далее. Либо вот сидеть дома и себя жалеть, как зачем так это случилось.